всякий игровой прием не может быть просто абстрактным. Он должен быть обязательно обоснован музыкальным выражением. Должен иметь, так сказать, как раз какой-то... Он, в основе своей он должен иметь музыкальное выражение. Всякий прием, который мы показываем. Нельзя его показывать абстрактно просто. Понимаете, да? Да. Точно так же каждый музыкальный образ, характер звука необходимо увязать с соответствующей формой игровых движений. То есть с соответствующим приемом. Обратное действие. Но нельзя это понимать упрощенно. Что каждое упражнение, любое, которое оно должно быть обязательно обосновано музыкальным смыслом. Нет. Для закрепления навыка, который обоснован музыкальным приемом, может быть окружен целой серией инструктивных заданий, которые ничего общего, так сказать, может быть, с музыкальным смыслом и не имеют. Но они так сказать, подготавливает выполнение вот этого приема, который обоснован музыкальным. Могу привести пример. Например, вот мы уже говорили, вот так нужно играть вверх. Но у него не всегда это получается, ему это мешает, он не натренирован, он не привык к тому, что ему хочется опереться. Дайте ему такое задание. Где он не связан с какой-то музыкальной фразировкой. Он связан только с приемом. То есть он должен научиться, кстати говоря, и левую подключаем, на всякий случай. Встретятся такие левые. Да. Кстати говоря, действует и координация, то в правой, то в левой. Вот здесь мы можем все свое внимание и все его внимание ученика устремить именно на двигательную сторону. Именно каким приемом он. И вот когда он в подобных упражнениях, значит, усвоит этот прием, ему будет легче играть. Это один из примеров того, как, так сказать, чтобы не понимать это буквально, что обязательно каждое упражнение, каждый этюд должен быть обоснован музыкально. Нет. Инструктивных очень много заданий, но они должны иметь в корне в своем обязательно смысл музыкальный. Да, понимаете? Могу привести еще один пример. Например, дети часто играют прогулку Прокофьева. Главный недостаток заключается в том, что они эту прогулку совершают как бы тяжелой поступью, в таких кованых сапогах, понимаете? Вот такими. И получается, что эта прогулка теряет свой какой-то такой непринужденный характер и делается очень тяжеловесной и никак не напоминает детскую прогулку. Вот для того, чтобы усвоить, чтобы здесь немножко подпрыгнуть, на лету ухватить. На лету хватить трюк, потом потанцевать на вот эти вот опять. И прийти к той же фразе. Для того, чтобы усвоить этот прием, есть такое упражнение. И одновременно здесь вы можете устремить опять-таки его внимание. Именно что вот на этот прием. Причем, чтобы он не готовил на клавишах, как бесполезно. А вот он. И такой окружок сделал, дышит рука. Она все время в непрерывном движении находится. У вас получается так, что рука приходит на нужное ей место именно только в тот момент, когда без нужно. остановки лишней. Вы правильно заметили, да. Если он раньше будет, это упражнение бесполезно. И точно так же и в прогулке. Не так. Так мы...
давать их, знаете, как-то. И так далее. Можно комбинировать. Это очень развивает, вы знаете, развивает какое-то владение своими движениями. Очень полезно бывает. И вот из такой маленькой пьески, как «Прогулочка», можно сделать целую серию тех приемов, которые нам понадобятся в будущем очень и очень. Кстати говоря, тот прием, который мы даем в детстве, и который не имеет перспективы своего развития до самых высоких, так сказать, технического мастерства, он не нужен. Каждый прием, который мы даем в детстве, он должен иметь большую перспективу развития до самых трудных и сложных вещей. Вот таким образом я, значит, могу ответить на этот ваш вопрос. Что такое исполнительское состояние? Ну, мы тут отвлеклись и затронули, так сказать, двигательные проблемы, которые тоже, вероятно, связаны тесно. Потому что мы говорим, что исполнительское состояние, оно не только заключается в абстрактном представлении музыки, но и должно быть связано конкретно с тем приемом, которым мы добьемся этого звука. Вот таким образом мы соединили двигательные задачи с художественной музыкой.